Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представляется курс лекций по дисциплине поликультурное образование. Читать его буду я, доцент кафедры педагогики начального обучения Бурятского госуниверситета, кандидат педнаук Павлова Светлана Алексеевна. И первая лекция – это значимость идеи поликультурности для социального, культурного и образовательного пространства современного общества. Для успешного усвоения студентами педагогического института дисциплины поликультурное образование мы предлагаем данный курс видеолекций, а также учебное и учебно-методические пособия поликультурное образование, которое размещено на сайте Бурятского госуниверситета и в библиотеке Бурятского госуниверситета. План лекции. Концептуальные основы поликультурного образования. Изменение социального, культурного и образовательного пространства в современном обществе. Интернациональность, мультикультурность России дают стране широчайшие возможности построения разумной и выгодной государству политики в отношениях как с Западом, так и с Востоком. Всему этому необходимо научиться и научить прежде всего подрастающее поколение. Нельзя забывать историю, традиции, обычаи, язык своего народа, своей семьи, бережно передавать это сокровище из поколения в поколение. Русский, украинец, грузин, казах, белорус, якут и еще десятки этносов страны – это единение, устойчивость любой страны, ее многополярность, ее развитие, будущее. Это и есть ее народ. Модернизация и радикальное преобразование в российской школе предполагается осуществлять с учетом национального многоязычного состава, социальной структуры и религиозных отличий населения страны. Тем самым явления многообразия и многокультурности российского общества выдвигают требования его консолидации и интеграции, что порождает предпосылки поликультурного воспитания и образования детей и населения в целом. Проблемы приобщения детей к национальным ценностям, во взаимосвязи с общечеловеческими, воспитанием культуры межнациональных отношений подрастающего поколения занимали значительное место в трудах видных педагогов, таких как Гессен, Бердяев, Ушинский, Волков и другие. И формирование национального самосознания и культурной самоидентификации в поликультурном образовании также рассматривалось в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. Вопросы поликультурного подхода в содержании учебно-воспитательного процесса, вопросы поликультурного образования нашли отражение в трудах и в научных трудах и в диссертациях. Эти работы затрагивают проблемы содержания образования, которые определяются поликультурной и социальной средой. Поликультурное образование есть потребность любого многонационального общества, главной целью которого выступает создание качественно нового национально-ценностного сообщества, включающего многообразие этнических и суб- и макрокультур. Раса, этнос, национальность – это основа всего, основа любого народа. Идентичность, отличие как внутреннего, так и внешнего людей друг от друга – это тоже составляющая любой нации, любого народа. Следовательно, национальное – это одна из форм проявления общечеловеческого. Анализ содержания закона Российской Федерации об образовании показывает, что изучение любой дисциплины на каждой ступени обучения, внеучебная работа должны способствовать воспитанию, формированию и развитию учащихся национальной самоидентификации и национального самосознания, необходимых для их дальнейшей самореализации в современном обществе. Воспитание человека – процесс многофакторный и сложный.
Он должен учитывать многоплановость культуры, традиции языка, территориального пространства. И в вашем внимании представляется история, исторические данные, которые видны, отечественные и зарубежные ученые принесли в основы поликультурности как таковой. Это и работы Яна Муса-Каменского, работы Песталоцци, Руссо, Ушинского, Толстого, более современных западных и отечественных наших ученых. И хочется остановить свое внимание на известном русском философе Бахтине, который рассматривает человека как уникальный феномен, вступающий в диалог с другими равными индивидами, носителями культур. И этот педагог позднее, в 90-х годах, позднее его идеи в 90-х годах 20 века легли в основу концепции такой технологии, как диалога культур, разработанную Библером и внедренную в практику школ педагогом Кургановым. Ценностные духовные спектры различных форм культур – Запад, Восток, Европа, Азия, Африка – стягиваются в одном культурном пространстве, в сознании мышления, что требует от человека не однозначного выбора, но постоянного духовного сопряжения, взаимоперехода, глубинного спора, сосредоточия вечных вопросов бытия. В этом диалоге разных культур смысл бытия. Анализ развития педагогической теории и практики показывает, что на всех этапах развития многонационального общества проблемы приобщения детей к национальным ценностям во взаимосвязи с общечеловеческими и воспитания культуры межнациональных отношений подрастающего поколения занимали значительное место в трудах педагогов Луначарского, Крупского, Макаренко, Сухомлинского и других. Значимость народной культуры и народной педагогики в нравственном воспитании детей традиционно подчеркивали Рачинский, Стоюнин, Ушинский, Брамлей, Бестужев-Лада и другие. В новом звучании этнопедагогика, ценности, которые вносятся в повседневную деятельность, выступают в трудах Геннадия Волкова, Куратова, Шаповалова и других, где затрагиваются проблемы особенностей содержания образования, которое определяется поликультурной социальной средой. Идеи о необходимости создания сети национальных школ, реализации этнических традиций воспитания разработаны в исследованиях Бердиева, Тайчинова, Дмитриева и других. И по мере дальнейшего формирования многокультурности социально-экономических, политических преобразований в мире 20-21 веков отечественные изменения коснулись угрозы национальной ассимиляции и дискриминации малых этнических групп. Боясь потерять свою идентичность, между некоторыми народами стали возникать конфликты между культурами, также решать которые необходимо с помощью воспитания и образования. Такие резкие столкновения между культурами и народами наблюдаются сегодня в Западной Европе, где и эмигранты-мусульмане, активно внедряющие собственные традиции быта, семейного уклада и так далее в традиционную культуру Запада, встречают резкие, порой воинственные сопротивления коренных представителей западной цивилизации. Поэтому трудно найти золотую середину в современной западноевропейской культуре. Сегодня она разнообразна, многополярна и агрессивно настроена. Идеологи мультикультурализма настаивают на максимальном учете в системе образования особых культурных, расовых, этнических, национальных интересов. Данный подход принят к действию многими странами мира в законодательных актах, декларациях, конвенциях, программах различного уровня. Это в Канаде, США, России, Германии, Франции, Китае и в других странах. И что касается вот этих идей, идеологий, следует ссылаться на такой феномен, как глобализация нашего современного мира. Что же такое глобализация? Это прогресс и регресс сегодняшних реалий, его
Если рассматривать относительно массовой иммиграции, то по всему миру, то это действительно всеобщая мировая проблема. Итогом данного процесса явились существенные социальные, демографические, политические, даже экологические изменения в ряде современных стран. Возникающие крупные диаспоры разных этносов и народностей вследствие глобальных миграционных процессов создают проблему сохранения этнокультурной идентичности, в том числе и в системе образования. Возникающие на этом фоне конфликты дают почву для изменения сферы бытия общества и, соответственно, сферы образования. Например, это выражается в американизации современного общества не только для России, но и для других стран. Происходит повсеместное насаждение американской культуры, языка, традиций, праздников и прочее. В конечном итоге глобализация качественно по-новому изменит картину мира. Многообразность образования в России осуществляется с учетом национального многоязычного состава, социальной структуры и религиозных отличий населения. Тем самым условия многокультурности российского общества выдвигают требования его консолидации, интеграции, что порождает предпосылки поликультурного воспитания населения. Одним из важнейших принципов высшей и средней школы признана гуманизация современного образования. Это обуславливается введением в учебные планы общеобразовательные, в том числе и начальные школы, дисциплин культурологического цикла. История культуры, культурология, мировая художественная культура, религиоведение, а также предметы по изучению национальной культуры в регионах, в частности, история Бурятии в школе. Так, например, в Бурятии широко распространенным явлением стали школы с многонациональным составом учащихся. В таких школах в настоящее время обучается больше половины всех школьников республики. Обучение и воспитание в этих школах ведется на русском языке по программам и учебникам для обычных русских школ. А родной бурятский язык в таких школах изучается как обязательная дисциплина для школ Бурятии, начиная с начальной школы. Состояние его преподавания в настоящее время оказалось не на достаточно высоком уровне. Все эти и другие явления зачастую приводят к игнорированию национального самосознания в личности. Возникла необходимость принять меры, обеспечивающие гармонию развития национального и общечеловеческого в личностных качествах учащихся школ. В 70-е годы XX века начинается разработка проблем национальной школы в условиях многонационального государства. В то же время в педагогике уделялось много внимания педагогической деятельности, направленные на подготовку школьников к конфликтам, к контактам с представителями других культур. При этом выделялись следующие направления: воспитание патриотизма и интернационализма, воспитание в духе дружбы, мира между народами. Был накоплен большой опыт в решении проблем интернационального воспитания. Значительный вклад в развитие теории и практики интернационального воспитания внесли Бабанский, Гасанов, Марьенко, Лихачев и другие, которые считают, что интернациональное – это не отрицание национального, а сближение национального одних людей с национальными других людей, их взаимодействие. В 90-е годы XX века на новый уровень выходит проблема познания и исследования межнациональных контактов. Делается попытка пересмотра понятия интернационального воспитания. Вводится в научный оборот определение подходов к воспитанию культуры, межнационального общения, идейной, основой которой являются ценности гуманизма. Кроме этого, в педагогические исследования вводится понятие поликультурная среда, поликультурное воспитание и образование. В педагогических кругах растет осознание важности поликультурного образования как механизма идентификации личности. Новое социальное педагогическое явление, поликультурное, мультикультурное образование, получило отражение в научном языке под различными терминами: кросскультурное образование, мультиэтническое образование, мультикультурное образование, поликультурное образование, образовательный мультикультурализм, поликультурализм в образовании, многокультурное образование, сложно-культурный подход. Все данные понятия, они по сути идентичны и рассматривают одни и те же вопросы. Данный анализ основных подходов к определению идей и ведущих концепций идей поликультурного образования, обнаруживающий все эти подходы,
содержательно дополняют друг друга, а цели, сформулированные в рамках отдельных концепций, могут рассматриваться как направление деятельности школы на различных этапах поликультурного образования школьника. Спасибо за внимание.